Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, гости конференции. Тема нашего доклада «Библейский ответ на проблему молодежи». Дело в том, что вот сейчас я слышал замечательное выступление госпожи Елены на тему проблем современной молодежи. Я такие выступления слышу, наверное, последние 15 лет, пока я выступаю в сотне конференций такого типа. Единственное, что отличается, это цифры. Этих проблем становится все больше, 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 больше. Все говорят, надо бороться, надо бороться, надо бороться, бороться. Боремся, боремся, проблем больше, больше. А почему? Дело в том, что на самом деле лечит следствие, но не лечит причину. Не в том причина беды человека, то, что люди безнравственны. Не потому что само по себе понятие нравственности человек должен вывести из чего бы то ни было. Вот я как-то помню, выступал в одном БТУ, меня пригласили выступить по поводу наркомании. Там началась массовая наркомания в этом профессионально-техническом училище. Меня попросили выступить и говорят, единственное, батюшка, вы только о Боге не говорите. Я говорю, милая, вы зачем вы меня вызвали? Выступил психолог, говорит, психолог выступал, толку никакого не было, абсолютно никакого. Я говорю, милая, ну давайте, хорошо. Вот как вы сидите, также вот сидят учащиеся ПТУ, я говорю, знаете, вот тут дорогая директор профессионально-технического училища говорит, про Бога мне не говорить. А говорит про нравственность. Знаете, я вам про нравственность говорить не буду. Принципиально, не хочу. Он говорит, почему? Я говорю, потому что православная вера нравственности не знает. Она и знает заповеди. В чем разница между заповедями и нравственностью? Нравственность это некая норма, которую придумали люди. И вот молодому человеку говорят, ты не должен пить. А он говорит, а почему я не должен пить? А потому что нехорошо. А почему нехорошо? А потому что я семьи не будет. Он говорит, а зачем мне семья? Я, простите, поблужу, да, немножечко, в свое удовольствие, и все, и нормально будет. И тут на самом деле возникает такая проблема. А зачем все это надо? Говорит, чтобы было крепкое общество. А человек говорит, а зачем мне крепкое общество? И на самом деле я скажу так, что молодой человек правее. Все-таки человек важнее общества и важнее государства. Человек будет жить в вечности, а общество и государство не будет жить в вечности. А лично каждый из нас с вами предстанет на суд Божий, а общество и государство на суд Божий не предстанут. И вот забвение этого на самом деле приводит к очень важным вещам. Люди пытаются сделать общественный какой-то порядок, общественный договор, вы знаете, Руссо, и все у них проваливается. А что может сказать современный человек? А то, что говорит величайшее Слово Божие, Библия. Там есть удивительные слова. «Веселись, юноша, в юности твоей, и поступай по велению сердца твоего, и делай все, что не придет на ум тебе. Только помни, что за все это Бог приведет тебя на суд». Делай, что хочешь, но помни, что отвечать тебе перед Богом придется за твои личные дела. Ты лично сам с Богом предстанешь. Общество обмануть можно, легко можно обмануть. Да? Можно спокойно обмануть там, и жену, и мужа, можно обмануть и милиционера, кого угодно. А вот Бога не обманешь. Он вникает во все дела человека. И Божий ответ на проблемы современных людей, не только молодежи. Молодежь просто, может быть, острее чувствует. Божий ответ такой. Важнее всего истина, она важнее всего, что есть на свете. Бог всемогущий важнее, чем общественные институты. Бог всемогущий и Его святая воля важнее, чем все наши представления о чем бы то ни было. Мы должны помнить, что главное начало премудрости — страх Господень. Без страха Божия, без благоговения перед Богом, без понимания, что все определяется тем, с кем ты с Богом или нет, без этого ничего не работает. Смотрите, вот говорят, алкоголизм, проблема, действительно проблема страшная. Священное Писание запрещает грех пьянства. Как говорит апостол Павел, пьяница Царства Божия не наследует. Но в вине ли грех? Вино сотворил Бог. Разве может быть в виноградной лозе грех? Зла нет в винограде. Бог сотворил вино. Бог научил правильного Ноя, как творить вино, но Ной злоупотребил этим даром. Опять-таки, грех не в вине, а в пьянстве. Но почему пьянство вообще возникает? Почему люди напиваются? А Слово Божие отвечает. Люди хотят получить покой и радость, потому что сказано, вино веселит сердце человека, но не знают истинной радости, которую дает Богу общение. Неплохо вино, плохо пьянство, но есть истинное питье, которое наполняет сердце человека. Как Господь сказал, кровь моя есть истинное питье. Именно кровь Господня излечивает пьянство. Я работал около 10 лет в центре Иоанна Кронштадтского в Москве, на Крутицком подворье. Мы занимались проблемой наркомании, алкоголизма, сект.
И в частности я могу сказать так, что опыт светских наркологических клиник говорит, что около 7% только после наркологических клиник прекращает пить. А опыт церкви показывает, что 80% людей, которые решают лечиться, они прекращают пьянствовать. Разница очень простая. В одном случае человек как бы блокирует проблему, в другом случае он ее излечивает. Проблема пьянства в том, что человек ищет счастье, он не может его найти. А почему не может человек найти счастье? А очень просто. Дело в том, что мы с вами все умрем. Знаете, да? Мы все здесь странники и пришельцы. Мы отсюда совершенно точно уйдем из этого мира. И молодежь это прекрасно помнит. Так ведь? Помните об этом? Как говорил Сократ, мудрый тот, кто ежедневно помнит о смерти. Действительно, как говорил Иисус Сирахов, помни последнее и вовеки не согрешишь. Так вот, но вопрос, с чем мы отсюда уйдем? И люди, не знающие истины, говорят, а мы не знаем, давайте мы заблокируем у себя в голове мысли о смерти, давайте мы забудем о смерти, давайте мы забьем этот страшный ужас. Ведь голос смерти в нас чем говорит? Он говорит в нас тоской и депрессией, унынием и печалью. Голос смерти говорит нас злобой и ненавистью. Голос смерти говорит через болезни наши, да? Через то, что мы стареем. Вот знаете, есть в психологии понятие там кризис среднего возраста. С чем он связан? Что человек понимает, а я уже половину жизни прожил. Скоро умирать придется. И человек говорит, какой ужас, не умирать. Давай-ка лучше я напьюсь. Да, лучше, может быть, жену себе поменяю. Да, что-то изменю. И таким образом что-то я от смерти убегу. Не сбежишь. От смерти никто еще не убежал. Но помните, есть смерть, а есть успение. Есть смерть, которая уводит в гиену огненную, которая ожидает всех людей, которые не знают Бога, которые не чтят всемогущего Бога, не исполняют святых заповедей Господня, не очищают свое сердце таинствами. Те люди, которые не исполняют святого слова всемогущего Бога, их ждет вечное мучение. Не только в будущем, уже сейчас их ждет вечное мучение. Почему люди ненормально себя ведут? Они пытаются сбежать, они как безумцы бегут от смерти и попадают еще глубже, все глубже и глубже спускается смерть, она съедает их души, именно потому что они не знают живительного слова Господа. Но есть успение. Вот преподобный Гавриил, он же не умер, он заснул сном радости. Для него была смерть, приобретение, как говорит апостол Павел, я желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Это выход, который есть у любого человека, любой национальности. Человек, который познал Бога, который соединился с Ним в крещении. Тот человек, который очистился, обновился, который получил прощение грехов, который лично встретился с Богом, который живет Его силой. Такой человек найдет ответы для всего. Отвечая на алкоголизмы истинной радостью, даваемой от прямого богообщения. Да? На желание успокоиться, которое дает курение. Ведь почему люди курят? Они хочется от проблемы, да, отойти. Вот говорят, выкурил сигарету, я сам не курил никогда, поэтому только на опыте других могу сказать. Говорят, выкурил сигарету, проблема как бы стала проще. Но на самом деле ответ, проблему нужно решать не через упрощение, а через решение реальной проблемы. А ключ дает нам Святое Слово Божие, в котором есть все необходимое для решения всех жизненных задач. Я надеюсь, вы все каждый день читаете Слово Божие. Ведь это действительно свет для наших дорог, который помогает нам правильно идти по пути жизни. Люди говорят там, да, а зачем нам семья? В принципе, правильно, а зачем? А зачем человеку семья? Ну, понятно, приятно, удобно. Это когда удачная жена, удачный муж, так? А если жена неудачная? Бывает такое? Да сколько угодно. А люди не забывают, не понимают, что на самом деле удачность и неудачность жены связаны с совсем другими вещами. Сказано, как у Иисуса Сирахова, что добрая жена да тому, кто боится Господа. А вот злая жена, жить лучше с ней, лучше жить не с ней, а с змеем, скорпионом, как говорит, да, Иисус Сирахов, да? Злая жена сточная труба, как говорит Соломон. А связано с чем? Дело в том, что действительно, видите, удачные и неудачные семьи связаны с чем? С тем, что люди сами по себе боятся Бога или не боятся. Почитающий Бога человек не будет злобиться и ненавидеть, он не будет изменять супруге или супругу. Именно потому, что он знает, что Бог все видит. Он будет терпеть ради Господа. А у нас люди хотят счастья без терпения. Не получится. Без терпения нет спасения, говорит русская поговорка. И действительно, попытка достигнуть счастья без Бога, без страха Господня, она провальна совершенно. И зачем, например, христианам нужно семейные ценности поддерживать? Да очень просто.
таинство есть брак. Когда муж становится похожим на Христа, а жена становится похожа на церковь. Вот если этого нет, брак превращается просто в форму общественного договора. И все. И больше тут ничего не будет. Общественный договор сейчас получился, не понравился, разорвали, другое заключение. Так, это логично. Понимаете, вот изначально, как отношение человека и Бога, выстраивает все остальное. Семью, выстраивает отношения детей и родителей. Люди говорят, а что мне предков почитать? Вроде как понятно. Сейчас нас, как мне говорил один молодой человек, время сейчас изменилось, наши родители не жили в том времени, в котором живем и сейчас, они в этом смысле ничего не разбираются. Но в принципе так по-человечески понятно, да? А есть заповедь: чти отца твою, мать твою, чтобы тебе было хорошо, и ты долго жил на земле, которую Бог дает тебе. Ты должен почитать родителей не потому, что они знают много или мало, хотя, между нами говоря, самое главное, они все равно знают больше. Потому что опыт жизни, он не связан с опытом наличия компьютера или мобильного телефона. Но в любой ситуации, даже если родитель у тебя алкоголик, если у тебя родители нечестивы, ты должен почитать их как орудие, которое Бог дает тебе жизнь. А иначе ты рано умрешь. У меня есть друг, отец Олег Стеняев, и он рассказывал, что в Чеченской республике, он там был во время Первой Чеченской войны, раньше всего погибали в окопах, в танках солдаты, которые оскорбляли своих родителей. И это правда. Действительно, человек, не почитающий отца с матерью, он умрет рано. Именно потому, что он презрел источник жизни. Он презрел не человека, а Бога. И именно потому он умрет рано. Вот здесь очень важно помнить, что для нас Бог всегда должен быть на первом месте. И здесь надо помнить, что мы с вами имеем, опять-таки повторюсь, не нравственность, а заповеди. Личный контакт человека и Бога. Человек должен ходить перед Богом. Человек должен жить с Богом. Его силой, его могуществом. Именно вот в этом путь человека. И помните, что личность человека важнее всего. Еще раз повторю. Потому что человек может лицом к лицу встретить Создателя. А наши проблемы еще во многом с чем связаны? Смотрите. Вот почему конференции часто не работают. Почему часто не работают выступления чиновников, политиков и так далее. А потому что очень часто люди говорят, а кто такое общество, чтобы мною командовать? И в этом права молодежь. Кто такое общество, чтобы мне командовать? А вот, представьте себе, где-то на улице дядя Вася подходит ко мне и говорит отец Даниил, ты должен делать то-то, то-то. Да я спрашиваю, а почему я это должен делать? Где долговая расписочка? Так? А если на улице пойдут 10 дяди Васи? Да? Разве я обязан 10 человек слушать? Или 100 человек? Какая разница? Да? Здесь важно, что действительно общество ниже человека. Но есть тот, кто выше человека. Это всемогущий Бог, который имеет право тебе приказать, потому что Он твой Творец. Который имеет право тебя потребовать, потому что Он твой Спаситель, Он тебе дает жизнь. Он требует от тебя, потому что Он будет судить тебя в последний день. Именно ради Него мы можем что-то делать. А любая попытка сделать из человека винтик, она вызывает мятеж в сердце человека. И справедливый, замечу, мятеж. Вот преподобный Гавриил, он был тем, кто пошел против системы. Понимаете, да? Он антисистемник. Не потому, что хотел разрушить государство, а потому, что не хотел, чтобы государство лезло в его душу. И это было абсолютно правильно. Потому что душа человека принадлежит Богу, а не человеку. Никто на земле не имеет права на душу человека, кроме как Господь Бог, который создал нас. И вот это правило, которым мы должны жить. Вот действительно проблема молодежи именно в том, что мы мыслим штампами, понимаете? Мы не задумываемся, не продумываем мысли до конца. И вот необдуманные мысли приводят к необдуманному решению, понимаете? Вот. А между тем, последнее, что я хотел сказать. Помните, что есть два пути. Только два. Только два. Не 10 путей, не 100. Только два. Путь жизни и путь смерти. Как говорит блаженный Августин, путь жизни, по нему идут дети Бога. И их главный лозунг какой? Любовь к Богу до презрения к себе. Кто любит Бога до презрения к себе, кто ради Бога готов отказаться от всего, тот получит вечную жизнь. И он будет не просто жить в раю. Это действительно так. Вы представьте себе алкоголика в рай принести, ну и что? Хорошо ли ему там будет? Вряд ли. Но он там, живя в раю, он становится чадом Божиим. Он Богом по благодати становится. Вы можете стать богами. Представляете? Вы все можете стать богами по благодати. Вы можете стать детьми Божьими, сверхсуществами. Это путь жизни. И вот преподобный Гавриил, он стал таким. Это путь открыт для любого, кто любит Бога до презрения к себе. И есть путь смерти. Любовь, суть которого, как говорит блаженный Августин, в том, что человек любит себя до ненависти к Богу. Вот самолюбие, желание жить по-своему, как я хочу, а не как Бог хочет, вот это корень.
Вот в этот корень злого выбора. Помните, нужно поступать не как я хочу, и не как общество хочет, и не как родители хотят, и не как государство хочет, а как Бог повелевает. Поэтому я хочу призвать вас к новому пути, к вечному пути. Он, собственно, и старый путь. Старый путь Святого Слова Божия. Поучайтесь законе Божьем день и ночь. Пускай это Слово Божие не отходит от уст ваших и от глаз ваших. Как сказано, блаженный человек, он пребывает в законе Божьем день и ночь. Учите наизусть Слово Божие. Много у нас цитирует стихов разных прекрасных поэтов. Это все здорово. Но, говорит Василий Великий, много ли тебе поможет поэт в сложном выборе? Нет, немного. А вот знание Святого Слова поможет тебе сориентироваться в этой жизни. И да поможет нам Господь выбрать путь жизни. Ибо зачем нам умирать? Зачем нам идти путем дьявола? Зачем нам идти путем смерти и распада? Все удаляющие себя от Бога погибают. Бог исцеляет прибодействующих от Него. Помните об этом. И милость Божия пребывает с нами.